Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что каждый, кто смотрит нас сейчас по телевизору, конечно, любит смотреть художественные фильмы, мультипликационные фильмы и так далее. Ну а как происходит озвучка, я думаю, вы тоже, в принципе, знаете, что, например, художественный фильм снимается, и это еще не все, да, то есть потом идет большая длительная работа по музыкальной подборке, по озвучиванию каждого героя и персонажа. И сейчас мы проходим по коридорам старого здания национальной вещательной компании «Саха», где мы сегодня не только испытаем на себе роль актера дубляжа, но а также и исполним заветную мечту одного мальчика, с которым мы познакомимся. Ну а студия дубляжа НВК «Саха» находится вот за этой дверью, кабинет 205. Испытано на себе. Кинди. Ким да бодах? Никем. Попробуй еще ниже. Никем. 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 Я сейчас пробовала хара последняя. Икулютинер. Вова, молодец, еще. Ага, уже сейчас. Еще. Подтягивай. Вот, молодец. Нет, я уже решил, что когда вырасту, никем не стану. Во, молодец. Ярах, как говоришь? Еще. Во, тикалля. Нет, О, нет, нет. вот. Он, блин, обитание имел. Попробуй вот так. Мандык кадра. Постучи на. Вот, и мне. Понял? Нет. Вот. Испытано на себе. Итак, друзья, ну что, мы сейчас находимся уже внутри студии. Как видите, это стандартная такая студия со звукоизоляцией, то есть чтобы лишних наводок, эха не было во время записи голоса. Более того, надо сказать, что здесь системный блок даже от компьютера находится не в этом помещении, он находится снаружи комнаты. Вот. Ну и, конечно, здесь микрофон, экраны, звукорежиссер, редактор, все и, конечно же, актеры дубляжа находятся и записывают, производят дубляж мультфильмов и фильмов. Ну, а наш герой непосредственно вот Алеша, Алексей. Алексей, приветствую тебя. Тоже немножко ознакомился с текстом. В целом расскажи про себя и расскажи, как о твоей вот этой вот задумке, о мечте, которую сегодня мы постараемся воплотить. Ага. Ну, меня зовут Алеша, мне 15 лет, учусь в 35-й школе, в 8 классе. У меня была мечта стать актером дубляжа. И наконец-то это случилось. Мечта сбылась. Да, сегодня ты находишься в звукозаписывающей студии дубляжа национальной вещательной компании «Саха». И сейчас, дорогие друзья, Алеша попробует себя в роли актера дубляжа. И какой именно фрагмент, что он будет озвучивать, мы сейчас узнаем у нашего редактора. Давайте познакомимся. Изабелла Егорова, режиссер дубляжа национальной вещательной компании «Саха». Изабелла, сегодня Алеша будет себя пробовать в роли актера дубляжа. Да. Что мы для него подготовили? Мы для него подготовили наш мультик НВК «Толку», герой Хромня. Угу. Будем пробовать. Он такой харизматичный, такой яркий, поэтому выбрали именно Хромня.
Мгм. А в целом поподробнее про данный мультипликационный фильм, если можно познакомить наших зрителей. Этот наш мультик делает уже второй год. Да, в этом году вышло еще 10 серий, в прошлом году 20 серий вышло. Вот. Он уже популярен у нас в республике. Дети очень любят этот мультик. Поэтому надеюсь, что на следующий год у нас будут еще новые серии. И наши детки будут еще смотреть и радоваться нашему мультику. Мгм. И поподробнее конкретно о том сюжете, о той сцене, да, которую будет озвучивать сегодня Алеша. Вот в этой серии про что, как бы, о чем она? Там наши герои разговаривают о том, что когда вырастут, кем они будут. И каждый говорит, вот я хочу быть кем-то, кем-то, кем-то. Вот наш Мгм. герой Хрони, он еще не решил, кем он будет. И он такой маленький, у него протест внутри себя, или как он говорит, что я вот никем не буду. Мгм. Вот. И мы именно взяли вот этот яркий отрывок, маленький, да, попробуем. Отлично. Ну, сейчас, дорогие друзья, давайте мы уже предоставим дело профессионалам. И сейчас Изабелла Егорова будет работать непосредственно с Алешей. Жарай, бұл же фраза бұдан еще биде хатылықары? Нет, я уже решил, что когда вырасту, никем не стану. Хе-хе, Ага. Еще раз бы хе-хе, ден четче. хе-хе. Еще раз нет. Нет, я уже решил, что когда вырасту, никем не стану. Хе-хе. Ага. Бұл манны болағына хаңараргар маны иннебекке ғанара полный предложение бар емехтақ. Еще раз. Нет, я уже решил, что когда вырасту, никем не стану. Хе-хе. Вот. Молодец. Все? Друзья, ну что, мы сейчас завершили работу над фрагментом мультфильма. Изабелла, скажите, как Алеша себя показал? Алеша молодец. Конечно, есть чуток волнения, но это дубляж, это практика. Мгм. То есть я вот сейчас действительно увидел, что практически над каждым словом, над каждой интонацией идет работа. И, ладно, мы, допустим, когда снимаем передачу, можем переснять там один дубль, два, да, ну, куском. А здесь получается так, что даже одно слово, если, допустим, не получается, его все можно, ну, несколько раз перезаписать. Да, мы над каждым словом работаем, и тут особенность дубляжа в том, что, например, русские мультики, которые мы записываем, мы должны попасть в липсинг. Это когда рот открывается, Мгм. и мы, когда говорим на якутском, у нас ровно, когда рот закрывается, и у нас тоже должно слово наше закончиться. Мгм. Ну, Мгм. грубо говоря, да? То есть мы сейчас взяли мультфильм, который вышел на НВК Саха, Да. на якутском языке, и перевели именно тот фрагмент, который нужен для Алеши. Да. И получается, что действительно, когда, допустим, на якутском языке, или, ну, любой иностранный язык, да, это когда перевод происходит, например, иностранных фильмов также, да, то есть нужно переводчику попасть именно то же количество слов, букв, Да. слогов, Слогов именно, да. да, Вот. чтобы все совпадало. Чтобы точно все совпадало, чтобы смысл не пропал, Мгм. да, и ну вот в этом сложность работы редакторов, которые Мгм. должны это перевести. Бывают там очень такие сложные слова, которые невозможно, ну, перевести, или у нас, получается, они могут в 2 слова сказать, а у нас, когда мы переводим, они, например, в 3-4 слова можем уложиться. Мгм. Как-то мы должны по липсингу попасть, и поэтому перевод должны сделать четкий, понятный, чтобы смысл не пропал еще при этом. Мгм. Вот. Спасибо. Испытано на себе. Алексей сейчас закончил запись фрагмента мультфильма. Он почувствовал себя в роли актера дубляжа. Алеша, как тебе? Какие впечатления у тебя? Мне очень понравилось. Я мечтал, ну, что-нибудь озвучить, и это случилось. Здорово. И я очень рад. Слушай, ну действительно, как тебе? Ну, сложно это? Или ты таки представлял себе вот эту работу? Сложно, Сложнее, чем представлял? да. А какие сложности были? Самое сложное что? Ну, сделать голос каким-то, ну, хриплым, чтобы он подходил к персонажу. Действительно. То есть у тебя сейчас такой персонаж, который, ну, вот он поросенок, да, который должен быть такой с хрипотцой. Да. Но у актеров дубляжа, скорее всего, огромное количество, наверное, спектр голосов, наверное, огромный, да, вот, наверное, редактор подтвердит это. То есть это может быть такой брутальный какой-нибудь герой, может быть какой-то такой, допустим, маленького возраста, может быть старичок. То есть действительно актер дубляжа, он должен уметь вот варьировать голосом.
И я еще даже слышал, наверное, тоже подтвердят, что актер дубляжа должен немножко даже вжиться, да, в роль так же, как и актер, артист. Но в целом, вообще ты бы хотел связать, например, ну, свою жизнь, например, с дубляжом в том числе? Да, Тебе понравилось? да, очень. Здорово. Ну, мы рады, что все у нас получилось. И вот этот фрагмент обязательно мы тебе перешлем на память, чтобы он у тебя был. Ну, а также нашим телезрителям мы сейчас покажем, что у нас получилось. Хоруня, әні лартақана кем болықын бағарағаны? Мен археолог болықын бағарабын. Атын арчы, палеонтолог. А, я что ли? Или кто? Ну, никем. Хе-хе. Қайда оларды кемді бодық дейін? Бағар мен күрдік, кем боларғын? Бағарын леген болу. Нет, я уже решил, что когда вырасту, никем не стану. Хе-хе. Испытано на себе. Он такой Друзья, ну харизматичный. сейчас у нас Алексей уже отписался. Теперь моя очередь. На самом деле я никогда не был в роли тоже актера дубляжа и, наверное, волнуюсь не менее, чем Алеша. Вот. Сейчас, я так понимаю, это другой мультфильм, да? Да, это Озвучиваем. Аптахкюс. Это поподробнее про этот мультик можете познакомить нас? Да, этот новый мультик Аптахкюс. Вышел он у нас совсем вот свеженький в декабре месяце. Вот первые 10 серий вышли. Вот сегодня, завтра еще 10 серий выйдет. Да, и тут есть герой-злодей. Вот, Ага. да, он такой. Я у его нас буду озвучивать. Будете озвучивать, да. Он очень харизматичный, яркий, такой. Озвучивал его Гаврил Минкяров. Так что очень яркая, такая интересная роль. Так, хорошо. Я тут вижу, даже есть смех, да? Да. Тут разные. Так, послушаем. Ага, послушаем. Ага. Вот, Вот таким голосом. да, надо вот именно. Вот. Давай вначале Джере. Да, вот эту часть. Вот это вот. Богом посланный богатырь Айтал. Бұл сілле балаға мен білген тыл құтып түп түргенмен. Кырыты хағари бітті. Микрофон, да? А все, он так будет стоять нормально. Интонация какая такой, типа... Внизу. Ага. И это не рыба. Вначале вот это только запиши. Богом посланный богатырь Айтал. Ага. Богом посланный. А надо еще придумать этому... Я в основном этого героя буду сейчас озвучивать, да? Да. Тогда Такой надо вот. ему прямо голос, да, придумать Ага. какой-то. Такой. Типа... Да. Богом посланный. Хоқ, Да. амсан. Джере, дейді. Ну-ка. Ну-ка. Богом посланный богатырь Айтал. Нет. Так. Джере? Мне кажется, Это это не не то. рыба сюда. Ну-ка. Давай только вот эту вот часть вначале. Джере, а потом текст отдельно. Ну-ка. Еще ниже. Ну-ка. Во. Ну-ка. Да, такой О, злодейский. ничего себе. Да. Сейчас только ну-ка, да, делаем? Да. Вот там 3, 2, 1, и когда выходит запись, вот только тогда. Ну-ка. подожди. Ага. Пойдет здесь, да? Ага, 3, 2, 1, циферки 5. Ну-ка. Да? Сейчас посмотрим. Тон, вроде как ничего. Ну-ка. Ой. Ага.
А теперь надо чуть-чуть, знаешь, вот это вот игривости добавить. Игривости. Неправильности в говорении, да? Богом Ага. посланный. Ну-ка. Вот это А. вот. Зловейский такой. Еще переписать, да? А тут просто ну-ка, он такой прямо правильный, но бесхарактерный. Так, характер Понятно, да? добавить, характер, получается, игривости, да? Да. Ну-ка. И пониже, да? Мгм. Там такое. Еще раз. И не пока халар. Ага, да. Ну-ка. Да. Вот. Надо это. Ничего себе. Внимание, дыхание. Ну-ка. Стоп. Да, вот, Да. уже появился характер. Это мы где-то минут 5-10, да, пишем. Ну-ка. Вот так вот. Ну-ка. Вот, уже характер появился. Так, теперь текст идет. Богом посланный А богатырь. эти неррейтими? Айылар. Айылар табытларlara айтал. Ага. Богом посланный богатырь Айтал. Девять коротко. Богом посланный богатырь Айтал. Ага. Ох, еще вот так вот. Вот это вот надо добавить. Да. Богом посланный богатырь Айтал. Получилось? Нет. Чуть-чуть правильно. Надо вот его... Богом посланный богатырь Айтал. Больше Дедушка Мороз. Больше Дедушка Мороз. Да, а тут негодяйский такой. Так, ничего себе, как сложно. Или ты нерре? Тугу? Ну-ка. Богом посланный богатырь Айтал. Ага. О, как сложно-то. Ой. Ayılар табытларlara айтал. Угу. Көрсүер күтүләк түгәммәтчә үннә. Там же такой смех надо будет, да, возразить? Как сложно. Да, сложный, самый сложный смех бывает. Так. Пишем? Да. Пишем, да. Давай пробуем. Мгм. Внимание. Богом посланный богатырь Айтал. Да, получилось. Ну-ка. Богом посланный богатырь Айтал. Нет, вот этот смех надо добавить. Богатырь Айтал. Ага. Тогда сейчас так, да? Мгм. Смех пишем. Нет, наверное, только смех? Да. Только смех потом там идет. Все язвительные. Еще? Ой, Вот, лучше. я не такой человек. Я добрый. Тал. Эти вздохы ламбаран, эти... Тал. Ага, вот этот конец, эти улахан вздох убрать. Ага, вот этот. Убрать. Вот, и не хавар. Тал. Вот. Угу. Тырь Айтал. Угу. Так, а перед этим что? Это уже дальше вот эти слова пошли, да? А? Вот эти слова. Вот и настала. Какая радость, вот харазу, вот и настала наша долгожданная встреча. День была. Это он тоже говорит же, да? А, Какая нет, радость. это какая радость, нет. Вот и настала наша Вот и долго- настала Ага. наша долгожданная встреча, потом Есть. смеется, да? Ага. Вот этот кусок. Да. Ну, там, видишь, сколько вздохов, охов. День. Көрсүер күтүләк түгәммәтчә үннә. Бгалли.
Вот и настала. настала наша долгожданная встреча. И потом смех, да? Ага. О. А что, другой голос был сейчас? Это зачитка. Ну-ка, ну-ка. Богом посланный богатырь Айтал. А, зачитка это еще то, что для актера дубляжа делается. Да. А, то есть... Нет, зачитка делается для Богом посланный богатырь анимации. Айтал. Они рисуют, и вот, чтобы каждый вот этот вот... А, черновая липсинг, озвучка да, идет. Это Как бы. черновая озвучка. А, Вначале идет озвучка, потом они рисуют каждый вот этот липсинг, попадают под вздохи, охи, смехи. Всё делается, а потом приходит актер и озвучивает. Да. То есть, друзья, смотрите, прежде чем нарисовать мультфильм, сначала идет звуковая дорожка озвучивается, Да. да, текст сценария, потом, чтобы попадать под движение губ, Да. уже мультипликаторы рисуют все это, Рисуют. и уже после этого приходит актер дубляжа, который на чистовую уже Да, записывает на голос. уже вот А, сделанный мультик, они уже Богатырь озвучивают. Айтал. Мгм. вот и настала наша долгожданная встреча. И он смеется потом, да? Ага. А можно этот фрагмент, да, прослушать еще раз? Вот. А вот это тоже надо? Да, это все, все озвучено. Ага, тогда сейчас это вот настала наша... Богом посланный богатырь Айтал. Прикольно. Шаги делает тогда. Ага. Смотри. Когда ходит, А, да, такой, как типа, будто- нелепый такой да-да-да. немножко. Ага. Мгм. Так, Хорошо? все, пишем. пишем, внимание. Вот и настала наша долгожданная встреча. Ой, ну как-то... Айтал. Вот и настала наша долгожданная встреча. Я тут дольше сказал, да? Да. Должен был быстрее, да, сказать? Айтал. Видишь, вот когда вот Не мы успел. переводим, да, проходит то, что не попадаем. Вот и настало. Посланный богатырь. А вот и наша Айтал. долгожданная встреча. Вот и настала наша долгожданная встреча. Вот как будто одно слово лишнее. Да, лишнее Может, же. вот и наша долгожданная Наша встреча. долгожданная А вот и Вот нас- наша... А Нет, вот и наша вот настала И долгожданная настала встреча. наша Нашего брата? долгожданная встреча. Наша Вот настала набранка. долгожданная встреча. Настала наша долгожданная встреча. Настала наша А, или там, или вырезаем? долгожданная. Сейчас попробуем. Если оно не сильно слитно, то можно отделить. А так дубль хороший был, да? Вот и настала долгожданная встреча. А. Ай-яй-яй. Настала долгожданная встреча. Ай-яй-яй. Ой, да что-то еще в конце нам сказал. Встреча. Эти ай-ай, давай попробуем перевести. Давай, ага. Да, ай-ай. Эти не оригинал. Угу. Дети. Эй-эй. А ее переписываем только, да, это? Угу. Эй-эй. Понял, было. Эй-эй. Два раза, кажется. Мгм. А смех тоже делаю сейчас? Да, А, да? обязательно. И эти нервы до конца смех. Ага, два смеха и два ай-ай. Ай-ай. Это вот как ходит и хочет поймать. Ай, А, ай, ай, ай. ай, Делает ага. круто. Ага. Ой, а почему, подождите, позже, да, стало? Не, нормально. Нормально? Нормально? Так, давайте. Два смеха и... Внимание. Ага.
Ой, ой. Оно надо ать, ать. А, или ать, лучше? ать. Да, А, лучше, ать, лучше. ать. Да. А, все, я понял. Ага, типа я тебя поймаю, ать, ать. Ать, ать. Вот. Что-то с придыханием аж получилось. Так. Вот и настала долгожданная встреча. Ать, ать. Ать, ать, хойта, от это. одно, хей, хей, этот, один смех лишний, Ать, кажется. ать. Ать. Ать, ать. Хох. Чуть ли Ать, ать, наоборот, анрадики баран надо, и ниндики. Ать, ать. Ити бир күлерин брагай. Ага, вот эту часть. И вперед сдвинуть все это дело. Хох, эти гальда уже. Так, ну-ка. Ага. И не вообще брагай сейчас. Вот так притык, что ли? Ага. Ать, ать. Вот. Ать, ать, эти гальда. Вот. Ать, ать. Тугар дягадда. Ну, более яркие, вот эта серия, она такая вот яркая. Мы сейчас тогда еще делаем, или все? Все? Все вот это, да? Да. Ага. Обалдеть, ничего себе. А актер дубляжа вот так прямо и... Это вот сколько... Да. Или они говорят, я думал, они там Знаешь, сколько? зачитал 13 текст и секунд. все. А у нас еще очень много работают дети. Это озвучки. 13 О. Да. Вот в 13 Току, секунд вот как записали. мультик, который мы сейчас делали, да, там у нас в основном все это дети М. озвучивают. И вот все серии, каждый ну-ка. звук, они все вот это сидят, озвучивают. Процесс долгий, Мгм. но вот им очень нравится, детям очень нравится, прям они обожают. Супер. Да. Я вообще думал, как бы, ну или вот то, что иногда показывают, как фильмы озвучиваются, да, Мгм. там стоит актер и Мгм. зачитывает прямо целыми, чуть ли не абзацами, да. Ну это, видимо, или перед этим много-много репетируют, потому что сейчас мы записали 13 секунд фрагмент, а потратили по факту где-то, ну, минут 20, наверное, точно, Да. по-моему, да? Да. Профессиональные актеры дубляжа, конечно, они, у них очень уже это все наработано, они идут быстро, легче, ну, Мгм. они это уже умеют делать, да? Мгм. Вот. Но я думаю, то, что вот когда вот отправляют вот видео, то, что вот записано, это все постановочно, это делается, Мгм. потому что когда мы озвучиваем, у нас должна быть полная тишина. Никаких шуршащих звуков, там Мгм. еще что-нибудь такого не должно быть. Так, Мгм. статично сидим и записываем. Да? Мгм. А когда вот уже вот начнем двигаться, будут лишние звуки. Мгм. Поэтому лучше сидеть. И поэтому я думаю, то, что все-таки вот видео, которое снимают, это вот именно для популяризации, Мгм. для рекламы больше снимается. Мгм. А для озвучки лучше никаких звуков, Ну да. движений лишних не Да, делать. тоже как бы так. Да. Друзья, ну и пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить режиссера дубляжа Изабеллу Егорову, также поблагодарить Илью, звукооператора, за такую замечательную помощь и возможность. Ну, вот если мне было интересно, да, я представляю, что испытал Алеша, да, перед тем, ну, вот, когда записывал свой фрагмент. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть, что получилось у меня. Испытано на себе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Богом посланный богатырь Айтал, вот и настала долгожданная встреча. Ать, ать. Вот это ать-ать, конечно, очень интересно. Но сейчас, дорогие друзья, мы вот пообщались с Изабеллой также. Конечно, вот в том виде, который я сделал дубляж, да, несмотря на то, что мы несколько раз перезаписывали, в таком виде мультик бы никогда бы не вышел на экран. Мы бы еще сколько, ну, наверное, до самого победного конца бы сидели и записывали каждую фразу. Вот такая вот работа у актера дубляжа, у режиссера дубляжа, у звукорежиссера. Вот, как я вот на самом деле тоже немного другие были у меня представления, но сейчас я понимаю, насколько это такая тяжелая и ответственная работа, и достаточно творческая, и вот понять каждую интонацию героя, которого ты вот видишь на экране,
которого нарисовали мультипликатор или которого играет другой человек. То есть это очень-очень сложно. Вот. Ну, еще раз хотелось бы поблагодарить студию дубляжа национальной вещательной компании «Саха» за сегодняшнюю замечательную возможность. И, конечно же, я думаю, что Алеша тоже ощутил себя в роли актера дубляжа. Это была, напомню, его мечта. Но сейчас у нас такой предновогодний, мы снимаем это в декабре. То есть вот в преддверии Нового года такую небольшую мечту ребенка мы исполнили. Вот. Желаю всем успехов, всего самого наилучшего и до новых встреч в эфире.